Искусство сближает. На 3 дня Москва превратилась в детскую культурную столицу мира в рамках международного форума. Его участники – юные таланты в возрасте от 12 до 17 лет из 89 субъектов России и 14 зарубежных стран. В их числе и 12 ребят из Ингушетии. На мастер-классах они узнали много нового из мира творчества. После каждого мероприятия у участников была возможность задать интересующий вопрос. Будет ли у меня возможность поступить в таком раннем возрасте и стать хорошим музыкантом, дирижером среди взрослых? Если у вас есть 9 классов и, соответственно, оконченная музыкальная школа, вы имеете полное право поступать к нам, а дальше будет у вас возможность стать дирижером, оценит уже комиссия. Поэтому приходите, поступайте. В этом году форум прошел под девизом «Открой мир, открой себя». В его рамках юные музыканты, художники и артисты смогли создать собственные проекты, побывать на мастер-классах и дискуссиях. Зульфия Амархаджаева со своей командой в одном из таких конкурсов смогла занять 2-е место. Они создали видеоигру. Ты мог представлять себя, своего персонажа в виде Петра I или Екатерины II. Вот. Не только русские вот эти правители, но также ингушские, чеченские, разных наций. После я ходила на росписи букв, я расписала буковку Т. Вот. А Мадина ходила тоже, она расписывала букву У. Для искусства нет границ. Юные художники под наставничеством преподавателей Московского государственного художественного института имени Василия Сурикова создали арт-объект «Азбука культуры». В нем отобразили явления и термины, составляющие культуру великой страны. Каждый художник раскрашивал эту букву, соответственно, со своей культурой, со своей нацией, там добавлял что-то свое, свои техники там были. Но мы решили немножко схитрить и решили сделать все в технике Кандинского. Это художник, который рисует абстракции, но также он занимается и реализмом тоже. И, мы наляпали цветными пятнами, у нас была буква У, и мы решили этим сам показать успех, удачу, то есть яркими брызгами, цветами, этим всем. Но говорят, что всем понравилось, и нам тоже. Главное, что мы довольны. Форум – это интересные и содержательные встречи с общественными деятелями культуры, известными педагогами, где говорят о возможностях творческой реализации в стране и в регионах в частности. Это 20 площадок, 92 мероприятия и более 100 спикеров. В программе уникальные конкурсы и активности по самым разным направлениям, в которых каждый участник мог проявить свои таланты. Это, например, цифровизация в культуре. Дети соперничали не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом. Там мы получили 2-е место среди 9 регионов, участвовавших там. Еще участвовали они в брейн-ринге. Там мы получили 1-е место среди 2 команд. В общем, и так у нас в других мастер-классах тоже есть определенные дети, которые выигрывали, получали места. Участие в таких форумах вдохновляет ребят на новые достижения. Министерство культуры республики делает акцент на том, чтобы подрастающее поколение развивалось и показывало отличные результаты. Мы думаем, что мы и в дальнейшем будем проявляться, отправлять своих детей на такие мероприятия, и Республика Ингушетия будет звенеть. Детский культурный форум – это уникальная возможность для талантливых ребят из России и других стран познакомиться с мировыми достижениями в области культуры и искусства. Форум объединяет детей со всего мира, которые стремятся расти и развиваться в различных творческих сферах. Амина Зязикова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.